Россия неоднократно устроила геноцид кавказских народов. Начиная с XVIII века Кавказ пережил сотни сражений против империи, которые унесли миллионы жизней. То, что ты сейчас услышишь, это лишь малая часть преступлений России на Кавказе. Все началось со столкновения с кабардинцами, черкесами и другими народами Кавказа. Потом присоединение Крым и нападение на Черкесию. После заключения Георгиевского трактата Россия обманным путем присоединила Грузию. Вместо защитника она стала оккупантом. Кахети, Тиулети, Имерити, Гурия, вся Западная Грузия, а потом восстание всей Грузии против России. Тем временем Россия постепенно покоряла Северный Кавказ, битва за Гимр, битва за Хунзах, уничтожение многочисленных аулов Надхваджей, Шапсугов, Убыхов и Абадзехов, бессудные казни людей и грабежи в Адыгее. Борьба имама Шамиля продолжалась. Битва за Закатало. Оккупация почти всей Чечни и Дагестана. Россия начала кампанию по изгнанию и уничтожению черкесов, сопротивление Адыгейского союза натухайцев, уничтожение абадзехов, шапсугов и убыхов. 21 мая 1864 года русские войска заняли последний центр сопротивления горцев. За завоеванием последовала масштабная колонизация. У России было многочисленное население. Этот фактор умело использовался в процессе освоения новых территорий. Аннексия Северного Кавказа привела к уничтожению многих народов Чечни, Дагестана и Северо-Западного Кавказа. Убыхи, Жане были полностью уничтожены, натухайцы оказались на грани полного исчезновения, началась массовая высылка или мухаджирство кавказских народов в Османскую империю. Лучшие земли у моря и на горных склонах были отданы переселенцам из России. Русские завоеватели не отрицали, что по горцам они вели себя как испанские конкистадоры на американском континенте. Русские говорили, подобно Писару и Кортесу, мы принесли на Кавказ только оружие и страх.